Здравствуйте, дорогие зрители! Снова с вами Максим для канала ПДД по-якутски. Но сегодня речь пойдет не про дорожное движение. Сегодня я, наверное, похвалюсь или похвастаюсь приобретением автомобиля. Автомобиль, сразу скажу, не раритетный, но довольно старый. Автомобиль называется Deo Nexia. Кореец, чистый кореец. Собирали их в свое время и до сих пор собирают, только уже, правда, немножко под другим названием, в Узбекистане, УЗДЕО. Здесь тоже есть наклейки УЗДЕО, но сборка чисто корейская. Собирали именно корейцы. Он из самых первых, этот автомобиль. Сейчас мы в этом убедимся. Значит, сразу скажу, машина моего очень хорошего знакомого, дядьки уже за 70 далеко, покупал ее на 20 лет назад. Я буду вторым хозяином здесь в Якутске. Ну, что хотелось бы показать, конечно, за 20 лет гаражного, хочу заметить, хранения. Зимой машина вообще не эксплуатировалась, потому что он постоянно зимой уезжал в Москву. Человек живет вообще в Москве, приезжал сюда на работу летом, как, ну, грубо говоря, гастарбайтер. Ну, у начальства, видимо, свои причины. Сколы мелкие, вот мы видим на капоте присутствуют. Потертости некоторые на бампере присутствуют. Крыло немножко потерто, вот здесь крыло. Далее есть небольшой дефект с порогом. Задняя часть, в принципе, практически без дефектов. Ну, тут мелкие потертости на бампере. В целом машина в достойном состоянии. Вот, и здесь на задней двери небольшой дефект, и передняя дверь тоже с небольшим дефектом, и потертость переднего крыла. То есть, в принципе, человек ездил, ну, не очень аккуратно, но надо отдавать должное, пожилой, и небольшие проблемы со зрением. У него там один глаз плохо очень видит. Вот. Ну и плюс еще надо отдавать должное, как уже говорил, человек пожилой, реакция не та. Он говорит, воротина, говорит, закрывается, вижу, говорит, но все равно еду, говорит, ну и думал, проскочит, и не проскочил. Но в принципе, вообще мое большое желание покрасить ее полностью в круг. Это я, наверное, и сделаю. Бампера я хочу в цвет кузова, чтобы она была вся беленькая, была очень красивая. Что по состоянию? На данный момент пробег, естественно, не смотан. Ездил пожилой человек. Вот если я буду ее продавать на рынке, как я буду смотреть людям в глаза, да, как у нас обычно перекупы говорят, ездил дедушка только на дачу и обратно. Но вот здесь реально ездил дедушка и только на дачу и обратно. И я полагаю, что мне люди в этом верить не будут. Скажут, перекупщик какой-то. Но продавать пока я не собираюсь, не хочу. Так, комплектация GL, то есть она суперовая, грубо говоря, пробегу 33 тысячи всего. Машина абсолютно новая. Что у нас есть? С кнопки открывается бензобак, с кнопки открывается задний багажник. И вот у нас рукоятка открытия капота. Багажник мы откроем. Так, что мы видим? Мы видим управление стеклоподъемниками всех 4 дверей, блокирование. Дальше что мы видим? Мы видим аварийку. Вот это я пока не разобрался, что это такое. Вот такой, в принципе, весьма аскетичный автомобиль, но тем не менее есть у нас кондиционер, печка, несколько положений, и даже есть штатная аудиоподготовка автомобиля. Вот такая вот кассетная магнитола, она даже, кстати, работает. Во. Что мы с вами видим? Мы видим две колонки здесь и там, и даже у нас есть штатные колоночки под названием Deo. Одна и там вторая. Заднее стекло мы видим с подогревом. При включении радио у нас автоматически антенна самостоятельно вылазит сама. Далее, что мне еще понравилось в этом автомобиле, с виду такой небольшой, но так, мы его пока выключим. Механика у нас на ручнике стоит.
96-й год. Я просто, честно говоря, в трансе. Два козырька, свет. Вот столько вот в нем много места. Задние ремни есть. Так, что еще? Смазать надо это все дело. Немножко двери поскрипывают. Очень мне понравился задний багажник. Я не знаю, его глубина. Ну, сколько он там литров, сколько в него влазит. Даже работает подсветка. До сих пор все родное. Все до сих пор работает. Вот такой вот автомобильчик. Колеса до сих пор не менялись. Они так и стоят. Пробежали всего 30 тысяч. Все родное. Все заводское. И отдельно хочется взглянуть, что же у нас творится тут под капотом. Вот. Под капотом у нас идеальная чистота и порядок. Хоть и говорят, что это узбекский автомобиль, но тем не менее, что мы с вами видим? Мы с вами видим символы корейские, да, иероглифы. Здесь видим УЗДУ, опознавательный номер и так далее. Но все это в то же самое время. Вот 4931, то есть 4931 автомобиль, который сошел с конвейера. С 96 примерно по 2000 год собирали в Узбекистане, их еще корейцы обучали, собственно, самих узбеков. Так что можно смело заявлять, что это чистый кореец. В принципе, вот такая вот шумоизоляция, машину практически не слышно. Что касается двигателя, то уже в 96 году он оснащен у нас инжекторами. И отвечает требованиям стандарта Евро-2. Немножко он подбегает масло, но это не критично, думаю. Прокладку мы заменим. Все это будет отремонтировано и сделано. Вот в таком, в принципе, состоянии мне достался автомобиль. Еще раз повторюсь, автомобиль гаражного хранения. Он практически не эксплуатировался, в очень весьма хорошем и технически исправном состоянии. Всем пока!